Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о взаимодействиях между Кишиневым и Камратом, о конституционном и юридическом основании функционирования гагаузской автономии, о том, какие есть примеры функционирования автономии в европейских странах. Об этих и других темах сегодня мы поговорим с нашим гостем, но не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. И сегодня гость нашей программы, доктор права Игорь Янак. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Рад видеть вас у нас в студии. Вы один из специалистов в области конституционного права и конституционных взаимоотношений с точки зрения юридической, да, в автономии. Поэтому интересно будет узнать ваше мнение по ряду институциональных проблем, которые сегодня абсолютно вырисовались между Кишиневым и Камратом. Да, потому что мы видим, что тот кризис, который есть политический, он является и институциональным с точки зрения функциональности определенных институтов власти, в том числе региональной власти и взаимоотношений с центральными властями. Но говоря об этом, не могу не начать с основ Гагаузии, потому что помимо закона об особом правовом статусе, который был принят в 1994 году парламентом Республики Молдова, и на основании чего по сути была образована гагаузская автономия, есть и уложение автономии, и мы знаем, что последние 1,5 года была создана комиссия, которая рассматривала возможности внесения поправок и изменений в ряд положений уложения автономии. В частности, на одном из последних заседаний Народного собрания депутаты принимали эти поправки. В ряд статей были внесены поправки в уложение. Я не хочу, чтобы мы вдавались в юридические тонкости тех статей, обсуждать целесообразность по каждой статье, но есть ряд ключевых моментов, на мой взгляд, которые очень отражаются в том числе на функционировании гагаузской автономии. Первое, это была ли необходимость вообще трогать уложение автономии сейчас в нынешних условиях, потому что в Гагаузии помимо отсутствия диалога с Кишиневым есть политический кризис внутри автономии. Это первое. И второе, там был очень важный момент касательно суда уложения, потому что к этой статье было ряд разных мнений у депутатов. В итоге они не голосовали за эту поправку, и сегодня практика показывает, например, взаимоотношения между государственной канцелярией и Народным собранием исполкома, когда многие нормативные акты, принимаемые на уровне Гагаузии, отменяются судами общей юрисдикции. То есть мы можем по-разному смотреть на проблему, но она есть, а исходя из рекомендации Венецианской комиссии, они в том числе включали о том, что между властями автономии и властями республики не должно быть судебных разбирательств. То есть это все равно есть проблема. Вот на ваш взгляд, если сегодня был ли консенсус в Гагаузии к тому, чтобы вносить поправки в уложение? И что касается суда уложения? Что касается уложения Гагаузии, это основной закон Гагаузии. И я считаю, что это не священная корова, чтобы нельзя было, так скажем, если утрировать, чтобы нельзя было трогать. Меняется жизнь, естественно, есть необходимость менять и законы, не только уложение Гагаузии. Что касается конкретно суда уложения, я считаю, что в условиях унитарного государства очень сложно говорить об автономии судебных органов, об автономии правоохранительных органов и так далее, потому что существует определенное разграничение в плане компетенций. И на сегодняшний день я считаю, что есть необходимость обсудить этот вопрос с экспертами. К большому сожалению, крайне редко наши законодатели опираются на определенные научные достижения и принимают соответствующие законы не исходя из буквы и духа действующего законодательства, а исходя из определенных амбиций, исходя из определенных узкокорпоративных интересов и так далее. Понятное дело, что есть необходимость поменять соответствующие положения и в уложении, потому что некоторые положения устарели, не соответствуют современным требованиям. Есть необходимость внести изменения и в закон Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии. И, конечно же, я считаю, что прерогативой должны быть в первую очередь социально-экономические интересы.
Нельзя рассматривать на сегодняшний день автономию чисто как бюрократический аппарат. То есть чем больше института власти, чем больше органов, тем выше ее статус и так далее. Автономия, если мы возьмем гагаузскую автономию, то это форма самоопределения гагаузов, являющаяся составной и неотъемлемой частью Республики Молдова, которая была создана для решения не только политических, но и экономических, культурных вопросов и так далее. На сегодняшний день, по крайней мере, отсутствуют причины и игнорирования, и невнимания ко всем проблемам, которые существуют в автономии. Более детально, я думаю, что мы эти вопросы затронем. И то, что есть желание что-то поменять, в этом нет ничего такого плохого. Ясное дело, что в Гагаузии должны наводить соответствующий порядок жители Гагаузии, соответствующие институты власти, которые мы избираем, по крайней мере. И понятное дело, что многие вопросы могут быть разрешены только при взаимодействии с правительством, потому что все автономии, успешные автономии, которые функционируют сегодня во всем мире, во всех демократических государствах, они функционируют во взаимосвязи с правительством. Игорь Владимирович, вот что касается еще вот уложения, один нюанс. Уложение автономии принималось Народным собранием, то есть оно не было вынесено на референдум, то есть не было принято в результате референдума. Вот если сейчас говорить о процедуре внесения поправок, вот на ваш взгляд, как эксперта в области права, не было ли целесообразнее, например, поправки в уложении сделать через местный референдум, для того, чтобы статус уложения стал более легализованным? Потому что на сегодняшний день, когда мы говорим об уложении Гагаузии, оно где-то отходит на второй-третий план, потому что закон об особом правовом статусе был принят парламентом, носит органический характер, а уложение принималось Народным собранием, и к нему такое вот отношение, потому что оно даже не имеет легитимизации, допустим, через волеизъявление жителей автономии. На ваш взгляд, что было бы правильнее? Вынести на референдум или тем путем, который пошли депутаты? Сугубо, естественно, мое мнение, и в специальной литературе также отмечается, для того, чтобы повысить уровень легитимности этого документа, для того, чтобы повысить уровень всеобщей признанности этого документа. Конечно же, самый оптимальный вариант – это принятие соответствующего документа на референдуме. То есть, как минимум, народ будет знать, что есть такой документ. Больше чем уверен, что основная часть населения даже не знает, что есть такой важный документ у нас в Гагаузии. Очень многие, даже, я бы сказал, руководители, должностные лица, очень многие игнорируют положение уложения. Крайне редко в соответствующих решениях, актах упоминается уложение Гагаузии. И, естественно, оптимальный вариант его легитимизации – это принятие нового уложения, может быть, исходя из современных требований, исходя из современных условий, принятие на всенародном референдуме. У нас такая возможность есть, и есть, по крайней мере, практика проведения соответствующего референдума. Люди проявляют довольно-таки активность большую, и было бы неплохо, чтобы новое уложение, если мы имеем желание что-то поменять, мы должны поменять не только в части, так скажем, формирования определенных новых институтов, но и в части определенных социально-экономических, так скажем, аспектов, культурных аспектов, потому что, как бы интересно не звучало, в той же самой Конституции, в том же самом законе об особом правовом статусе Гагаузии говорится о том, что Гагаузия – это форма самоопределения гагаузов. Если мы разберем немножко ситуацию, у нас есть моменты, когда в садиках, в Камрате, допустим, там больше половины детей не знают гагаузский язык, в Камрате. Игорь Владимирович, вот мы подошли к важной теме институциональному функционированию гагаузской автономии. И здесь вот вы чуть выше отметили вопросы, что гагаузская автономия создавалась для решения культурных, языковых, и в том числе экономических полномочий. Они оговорены в законе об особом правовом статусе. Я могу ошибиться, но, по-моему, там 17 или 16 полномочий, которые законодатель Молдовы определил компетенции Народного собрания гагаузской автономии. Сегодня мы видим, что есть определенные проблемы.
Некоторые называют это тем, что за 30 лет, вот исполнится в этом году, с момента принятия закона об особом правовом статусе, так и не поставлена точка в вопросе разграничения полномочий между Кишиневым и Камратом. Наверное, в этом тоже есть доля правды. С другой стороны, кто-то ссылается на то, что закон об особом правовом статусе принимался в условиях, когда была другая реальность, и он принимался, по-моему, раньше, чем была принята новая редакция Конституции Республики Молдова, или какие-то законы, которые утратили силу, и много, в общем-то, сегодня поменялось во времени. Но если мы говорим о институциональной функциональности гагаузской автономии, на ваш взгляд, что сегодня мешает Гагаузии успешно функционировать с точки зрения институциональности? Вот вы упоминали, что большое количество властей или органов власти не решают проблему наполнения самой гагаузской автономии. Но в то же время, допустим, вот решение Народного собрания, последнее, по-моему, даже о ликвидации постоянно действующего ЦИКа. То есть столько время говорили о том, что он необходим, а потом вот взяли и в один день решили отказаться от того, что в Гагаузии должен быть такой орган. И те моменты, которые Гагаузия утратила в силу разных обстоятельств за последние годы. Что послужило причиной институциональной ограниченности Гагаузии на данном этапе? Что касается институционального функционирования этого Гагаузии, я еще раз повторюсь, нельзя рассматривать Гагаузию чисто как бюрократический аппарат. Гагаузия — это в первую очередь люди. Что касается законов, которые сегодня имеются в Республике Молдова, регламентирующие тот же самый статус от Гагаузии, да, на конституционном уровне статья 111 посвящена Конституции. Есть специальный закон об особом правовом статусе Гагаузии, но более детально определенные правомочия, полномочия могут быть регламентированы в соответствующих специальных законах. Вот этот кризис, так скажем, который возник в части бюджетно-налоговой политики, он возник в силу того, что если мы откроем закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности от 2014 года, то там Гагаузия упоминается всего лишь один раз. И то рассматривается в контексте компонента местного бюджета. Если мы откроем другие законы, которые посвящены определенным вопросам, связанным с полномочиями Гагаузии, то там точно так же Гагаузия упоминается один раз. И те проблемы, которые мы сегодня озвучиваем, они накопились не за один год. Дело в том, что определенные законы принимались и до, так скажем, ныне действующей власти. И если я не ошибаюсь, у нас были депутаты, которые находились у партии власти, имели возможность выйти с определенной законодательной инициативой. Если я не ошибаюсь, статья 73 Конституции Республики Молдова дает возможность Народному собранию выйти с соответствующей законодательной инициативой. То есть право законодательной инициативы сегодня принадлежит 4 субъектам: депутатам парламента, правительству, президенту и Народному собранию Гагаузии. Понятное дело, что и центр, так скажем, правительство может быть виноват, потому что правительство контролирует соблюдение закона. Может быть, и правительство виновато в том, что не были внесены соответствующие изменения, которые бы детально регламентировали бы правомочия Гагаузии. И я считаю, что в большей степени вина представителей, конечно же, Гагаузии, которые находились и в парламенте Республики Молдова, которые находились и в Народном собрании Гагаузии, которые проявляли в определенной степени правовую пассивность, имели возможность участвовать в разработке соответствующих законопроектов, но при этом не разрабатывали. Я не исключаю, что некоторые депутаты от Гагаузии голосовали за эти законы, где Гагаузия, как иногда говорится, иногда приравнивается, да, к определенному району. И проблема в чем? Даже вот ликвидация определенных институтов в Гагаузии вот в последнее время. Я считаю, что в этом в большей степени вина как бы наших представительных органов власти по той причине, что с одной стороны мы говорим, что у нас, да, недостаточно полномочий, с одной стороны мы говорим, что наши полномочия, да, должны быть регламентированы конкретно и тому подобное, но вся проблема в том, что законы сами по себе не действуют, а действуют люди. А мы видим, как действуют определенные люди, и в определенной степени, честно признаться, определенные действия можно считать разрушительными
И сегодня, если брать во внимание тот же самый ЦИК Гагаузии, этот продукт, так скажем, был определенного консенсуса. Да? Столько времени обсуждали, договаривались одно второе, а здесь легким движением руки взяли и, естественно, расформировали этот институт. Что касается закона... Притом, вот на ваш взгляд, потому что получается интересная ситуация, да? То есть вы правильно отметили, что это был результат консенсуса. То есть эта структура была введена в Кодекс о выборах Республики Молдова как окружной избирательный совет Гагаузии. То есть он входил в структуру государственных органов, которые организуют выборы на территории Республики Молдова, и в том числе должны отвечать за выборы в Гагаузии. Сегодня, по сути, никто не изменил молдавское законодательство, но этот орган на территории Гагаузии расформирован. И здесь у меня вам вопрос, как у рядового жителя автономии. Не может получиться ситуация, например, что когда Гагаузия будет проводить свои выборы, депутатов Народного собрания или Башкана, что у нас может быть два избирательных органа. Один, который сформирует Народное собрание, а второй, который есть в Кодексе о выборах, потому что когда вводили же это положение в республиканское законодательство в результате консенсуса, как вы и отметили, то его сегодня никуда не убрали. То есть этот орган должен регулировать в том числе выборы Народного собрания и главы автономии. Я не исключаю, что может возникнуть тупиковая ситуация, как и по многим другим вопросам у нас тупиковая ситуация. И считаю, что должна быть гармонизация законодательства от Гагаузии с законодательством Республики Молдова. Дело в том, что у нас в условиях унитарного государства, в условиях единого неделимого государства действует, так скажем, единое правовое поле, единая экономическая ситуация. Гагаузия не в состоянии функционировать и существовать, да, самостоятельно, без взаимосвязи с, так скажем, правительством, без законов Республики Молдова и так далее. Поэтому, если даже решаются какие-то вопросы политического, социального, экономического характера, в первую очередь мы должны открыть Конституцию, должны открыть законы Республики Молдова, да? Определиться, там, какие перспективы и возможности есть в этих законах, и потом уже, исходя из этих положений, реформировать или обновлять, модернизировать наше законодательство. В этой ситуации, когда да, будут новые выборы, я не исключаю, что согласно законам Республики Молдова соответствующие органы избирательные будут формироваться Центральной избирательной комиссией. И я не исключаю, что будут опять вопросы, верните наши полномочия. Да? С одной стороны, или потом вообще к легитимности самих выборов. Да, с одной стороны мы своими руками уничтожаем определенные институты, определенные важные, так скажем, организации, которые имеют прямое отношение к политическим процессам и другим процессам. А с другой стороны, говорим, что в этом кто-то виноват. Занимаемся поиском внутренних и внешних врагов. Ну вот вы чуть выше и говорили о том, что вот именно об институциональных проблемах, это есть не что иное, как вот эти проблемы. Многие и в депутатском корпусе, многие ссылаются на примеры, которые есть в Европе, функционирования автономии. Чаще всего там звучит Тироль, Аландские острова. И в этой связи, конечно, важно узнать как бы мнение, потому что мы знаем, что там есть политические взаимоотношения, они строятся на условиях тех европейских документов, которые есть в Евросоюзе, потому что есть там, мы знаем, что Европейская хартия о местных органах самоуправления, и европейские страны всегда приводятся как хорошие примеры децентрализации и вот институционального функционирования. Что сегодня мешает Гагаузии принимать эти хорошие практики, или нет желания у республиканских властей? Давайте определимся так. Из опыта, допустим, других стран, если изучить практику институционализации конституционно-правовых статусов автономии, то существует два сценария.
либо создается автономия на основе международных актов при разрешении соответствующих конфликтных ситуаций, либо автономия создается на основе национальных правовых актов, конституционных актов, соответствующих специальных законов, путем консенсуса между соответствующим автономным сообществом и, естественно, органами центральной власти. Гагаузия была создана на основе положений Конституции. Дело в том, что 29 июля 1994 году, когда была принята Конституция, была одобрена статья 111, где были закреплены соответствующие возможности создания автономии. 23 декабря того же года путем переговоров, путем определенного консенсуса и в том числе путем одобрения со стороны Совета Европы был принят закон Республики Молдова об особо-правовом статусе Гагаузии. И вот этот закон, конечно же, является особым законом, основным законом. И этот закон должен был быть воплощен в жизнь, естественно, с помощью и возможностей центральных органов власти, и с помощью, естественно, огромного желания представителей Гагаузии. На сегодняшний день мы видим, что органы власти, да, политические институты, они и с точки зрения центральных властей, и с точки зрения, так скажем, автономных, они не готовы к определенному консенсусу. И эта ситуация уже наблюдается много-много лет. Я, насколько помню, вот в моей памяти, все, да, башканы, все народные собрания прямо или косвенно конфликтовали, да, с Кишиневым. Мы всегда говорили о сложных отношениях между Камратом и Кишиневым. Я считаю, что для успешного функционирования автономии должен быть консенсус и между институтами власти, и в первую очередь в рамках гражданского общества. Все-таки мы замечаем, что вот этот бюрократический аппарат, да, как правило, формируется определенными политическими организациями. И как бы обидно не было, все общественно-политические организации преследуют узкокорпоративные цели, связанные с получением власти, политической власти. А гражданское общество в эти процессы, как правило, вовлекается во время выборов. Так? И если быть честным и объективным, защита той же самой Конституции, защита автономии, защита вот этих принципов, да, которые были закреплены в этих законах, это дело каждого. И пока гражданское общество не будет сформировано, пока люди будут проявлять активность, у нас вот эта тупиковая ситуация будет продолжаться. Мы будем менять башканов, но ситуация сохранится, потому что автономия, к большому сожалению, рассматривается сугубо как, да, соответствующий бюрократический наверное, аппарат. если будет правильно сказать, что автономия рассматривается как инструмент политического давления на республиканские власти, теми или иными политическими группами. Ну, скорее всего, наверное, так. К сожалению, даже если взять нынешнюю ситуацию, да, вот с одной стороны, Кишинев говорит о том, что в отношении действующего башкана были начаты там уголовные преследования, имеются соответствующие дела, вот практически каждый месяц озвучивается, что завершается, скоро будут переданы и тому подобное, но при этом нету конкретной информации, это раз. Во-вторых, соответствующие органы власти, центральной власти, естественно, акцент делает сугубо на институты власти АТО Гагаузии. А я считаю, что в первую очередь должен быть диалог между населением и институтами власти. Так, если мы на сегодняшний день будем вести политику, то есть Гагаузия, если будет представлена сугубо институтами власти, то, к сожалению, эти вопросы, которые существуют на сегодняшний день, не будут разрешены. Если мы в Гагаузии сможем сформировать определенное гражданское общество, тогда мы сможем защитить и Гагаузию, потому что сегодня, как показывает практика, не только ныне действующие башканы, но и другие башканы имели уголовные дела. То есть сегодня, как показывает практика, есть очень сложные моменты, связанные
с взаимоотношениями, потому что те же самые представители, которые находятся у власти в Гагаузии, нередко претендуют на определенные политические, да, должности, которые имеются в Кишиневе. И иногда, к большому сожалению, Гагаузия рассматривается вот, чисто в политическом аспекте как всего лишь площадка, да, полигон для избирательных определенных, может быть, технологий, для избирательных определенных процессов, но Гагаузия не рассматривается как культурная, национальная автономия, которая в состоянии решать в том числе и социально-экономические вопросы. Если взять сегодня экономическое положение, к большому сожалению, мы наблюдаем не прогресс, а регресс. Да? Ну, в любой сфере, если взять. В любой сфере, если мы возьмем, мы наблюдаем регресс. А это в силу чего? В силу того, что наши люди даже не интересуются тем же самым статусом автономии. Принято считать, что кто-то должен защищать. Вот Кишинев, вот даже сегодня, если взять вот эти ультимативные заявления со стороны Башкана, Кишинев должен, Кишинев обязан и тому подобное. Я думаю, что в условиях патерналистического вот этого настроения, что кто-то должен или кто-то обязан, мы не сможем построить автономию, которая была закреплена в том же самом законе об особо-правовом статусе Гагаузии. Мы формально на сегодняшний день имеем автономию, а де-факто, к большому сожалению, автономия – это всего лишь институты власти. Для этого нам необходимо сформировать определенные институты гражданского общества. Для этого должны активно функционировать общественные организации с социально полезной целью. И, конечно же, мы должны сегодня решать соответствующие споры, соответствующие конфликтные ситуации только правовыми средствами. И я сегодня говорил и буду говорить, без соответствующих правовых возможностей невозможно разрешить любую конфликтную ситуацию, будь то в экономике, будь то в социальной сфере, политической сфере и тому подобное. Вот когда люди будут требовать, чтобы соответствующие споры были разрешены правовыми средствами, и эти споры будут решаться правовыми средствами, вот тогда мы сможем навести определенный порядок. Но для этого, еще раз повторюсь, мы должны иметь гражданское общество. Как его получить? Чтобы получить гражданское общество, сегодня надо активизировать население, в первую очередь молодежь заинтересовать в соответствующих процессах, потому что все эти проблемы, которые существуют, прямо или косвенно затрагивают всех граждан. Всех граждан. И когда говорят, что вот там покушаются, да, на Гагаузию, возбуждают уголовные дела в отношении должностных лиц, там вводят санкции и тому подобное, да, мы должны защищать соответствующие институты власти. Но поверьте мне, что из-за вот этих сложных отношений страдают очень многие люди. Многие не говорят, но страдают и, так скажем, воспитательные, и, так скажем, образовательные учреждения, страдают и другие учреждения из-за этих сложных взаимоотношений. Просто многие не говорят, что вот имеются определенные проблемы, имеются, так скажем, определенные сложности. И поверьте мне, что если мы сможем на сегодняшний день акцентировать внимание, вот гагаузское население, сможем акцентировать внимание представителей правительства на определенные реальные проблемы, то эти проблемы будут решаться. У нас, к примеру, даже если возьмем Италию, если центр Кишинев свободно пользуется поверхностными водами, да, Днестр, пруд, то, к сожалению, юг этим не может похвастаться. Этим не может похвастаться. Наши сельхозники элементарно не могут находиться в равных условиях с теми же самыми сельхозниками из центра, из Кишинева, потому что у нас нет возможности элементарно, чтобы поливать. Если возьмем сегодня, так скажем, такое понятие, как питьевая вода, к большому сожалению, и республика, но и юг не могут похвастаться этим понятием. У нас в основном вода техническая, вода – это залог здоровья. И кроме того, что касается загрязнений, да, что касается экологической ситуации, к большому сожалению, эти проблемы требуют разрешения. У нас уже критическая ситуация. Я понимаю, там кому-то хочется заполучить определенную политическую должность. Я понимаю, что этот год президентских выборов, следующий год парламентских выборов. И понятное дело, что все политические организации акцентируют внимание именно только на эти процессы. И если даже будут использованы люди, будут использованы граждане, то будут использованы только в целях получения соответствующей власти. А те проблемы, которые имеются, реальные проблемы, которые имеют отношение ко всем гражданам, они останутся неразрешенными. Я думаю, что то же самое гражданское общество, если будет обеспечивать общественный контроль за деятельностью института власти. Да, захотели сегодня поменять уложение.
Те же самые дискуссии должны проводиться не только в рамках заседания, да, там какой-то комиссии, в рамках заседания Народного собрания или в рамках заседания там определенного круга лиц. Я думаю, что есть необходимость вести и более широкие дискуссии. Можно организовывать те же самые круглые столы и определиться с определенными возможностями, перспективами. А может быть так, что если мы немножко спрогнозируем ситуацию, может быть так, что мы попадем в непонятную ситуацию из-за вот этих изменений. Потому что есть такой инструмент, как прогнозирование. Мы сегодня принимаем эти изменения, да, вносим эти изменения там в рамках краткосрочной перспективы. Но у нас нету вот этого стратегического развития, и в рамках такой большой организации, как автономия, я думаю, что в первую очередь должно быть стратегическое развитие, так скажем, более серьезное видение. А вот эти сиюминутные, так скажем, слабости, давайте поменяем этот закон, давайте поменяем этот закон, потому что нам этот закон мешает жить. Это, к сожалению, приводит, как правило, к регрессу, но не к прогрессу. Мы уже видим. И я думаю, что... Но вам сложно возразить о том, что вот есть проблемы, и в том числе, что ответственность... У меня всегда было убежденное мнение о том, что на гагаузской стороне представителей власти Гагаузии лежит больше ответственности, чем у центральных властей в вопросе обеспечения исполнения, в том числе закона об особо правовом статусе, потому что известен очень распространенный афоризм, что спасание утопающих – дело самих утопающих. То есть чем активнее будут региональные власти, тем возможно, что меньше будет желания у центральных властей, допустим, ущемлять те же законы, которые были приняты в 1994 году. И решение Конституционного суда по 5 марта по вопросу возмещения НДС, не будем затрагивать экономический компонент этого, и в том числе, что из решения Конституционного суда стало очевидным, но суд конкретно обратил внимание, что все-таки это решение имело больше политический характер в парламенте, чем экономическое обоснование. Но он указал на очень важные вещи, на мой взгляд, это на то, что республиканские власти и власти автономии должны сесть за стол переговоров и вырабатывать механизмы с учетом тех политики, тех рекомендаций, которые есть в европейской практике, в том числе учитывая рекомендации Венецианской комиссии. То есть, на моей памяти это, по-моему, вообще было третье вообще в истории обращение Народного собрания в Конституционный суд. Предыдущие, по-моему, два были только при первом созыве Народного собрания. То есть на протяжении, как вы и отметили, что Гагаузия, имея право законодательной инициативы, в том числе Народное собрание, право на обращение в Конституционный суд, за 30 лет использовала всего лишь третий раз это право, но каждый раз мы кричим здесь о том, что урезаются наши полномочия. На ваш взгляд, то, что уже Конституционный суд выступил арбитром в этих вопросах и указал на отсутствие этого диалога, о чем оно говорит, если мы рассматриваем это с точки зрения политической системы? И готов ли политический класс? Сперва будем говорить о Гагаузии, потому что нам сложно с вами говорить сегодня о республиканской власти, потому что мы находимся с вами здесь, в Гагаузской автономии, и видим больше то, что происходит здесь. Если брать во внимание, так скажем, такое понятие, как консенсус, мы уже с вами подчеркнули, что та же самая Гагаузская автономия была создана в условиях консенсуса, в условиях диалога. И учитывая тот факт, что у нас на сегодняшний день отсутствует этот диалог, мы в любом случае, уже некоторые депутаты озвучили, должны вернуться к тому, что должны быть созданы соответствующие площадки или должны быть реанимированы соответствующие площадки для ведения диалога. Понятное дело, даже если Народное собрание сегодня выйдет с определенной законодательной инициативой в парламент, должны найти соответствующую поддержку в парламенте, у депутатов парламента. Понятное дело, что правительство, как высший исполнительный орган, который проводит внутреннюю и внешнюю политику, естественно, будет вести соответствующий диалог, если будет определенное взаимопонимание. Когда мы научимся вести соответствующий диалог, когда мы научимся, так скажем, на уровне высокой политической, правовой культуры общаться, так скажем, на соответствующем высоком уровне, тогда, может быть, что-то и поменяется. А если мы будем диктовать определенные условия соответствующим институтам власти,
я думаю, что результат будет нулевой. Потому что, как бы интересно ни было, ту же самую бюджетно-налоговую политику, Конституционный суд правильно подметил, бюджетно-налоговую политику определяет правительство. Как бы интересно ни было, законы, которые действуют на всей территории Республики Молдова, определяет парламент. Как бы интересно ни было, у нас на сегодняшний день в Гагаузии есть свои законы, но одновременно на территории Гагаузии действуют все законы парламента, все постановления правительства, все указы президента и так далее. Для того, чтобы навести соответствующий порядок в взаимоотношениях, я думаю, что если институты власти не в состоянии договариваться, должны вовлечь хотя бы в этот процесс институты гражданского общества. Тот же самый, если я не ошибаюсь, премьер-министр нередко общается с представителями бизнеса, да? Те же самые представители власти, если я не ошибаюсь, нередко акцент делают на определенные возможности того же самого гражданского общества, потому что с политическими институтами они не могут найти общий язык, потому что все вот эти участники претендуют на политически определенный трон. Как бы интересно ни звучало. Я больше чем уверен, что в нынешних президентских выборах, в нынешних парламентских выборах Гагаузия будет вовлечена, и будет вовлечена довольно-таки активно. И я думаю, что будет вовлечена в интересах тех же самых политических структур. Я считаю, что сегодня Гагаузия должна в первую очередь защищать свои интересы. Не интересы определенных политических организаций, а в первую очередь интересы Гагаузии. А интересы Гагаузии — это, еще раз повторюсь, социально-экономическое развитие, это культурное развитие, это, так скажем, та же самая политическая автономия, чтобы мы сами имели возможность избирать своего башкана, чтобы мы сами имели возможность выбирать тех же самых депутатов Народного собрания, чтобы мы сами имели возможность выбирать своих примаров, советников и тому подобное. И сами имели возможность принимать определенные решения, нормативные документы, которые будут регламентировать вопросы, связанные именно с... Михаил Владимирович, а простите тогда, а кто виноват жителям автономии, что в какой-то период они верили одной политической силе, скажем, партии коммунистов, да? То есть выбирали башканов, депутатов Народного собрания, примаров, которые были членами одной политической силы. Потом, сперва была это «Звезда», потом это была партия коммунистов, потом это была партия социалистов. В итоге выбрали башкана, который представлял партия ШОР. А кто же нам был виноват в том, что мы каждый раз выбирали представителей или поддержантов политических партий из Кишинева? И вот в итоге, когда мы получили, что Гагаузия стала предметом манипуляций со стороны группы, политической группы ШОРа, потому что сегодня уже нельзя даже говорить о том, что потому что партия ШОР была признана неконституционной, которой теперь партия имеет к нему отношение, сложно разобраться, не специалисту. Но в любом случае мы видим, что есть влияние ШОРа на политические процессы, которые происходят в автономии. И в том числе на руководство автономии. Кто нам в этом виноват? К сожалению, да, вот представители центральной власти, вот затронем даже такой вопрос, назначения башкана в качестве, да, члена правительства. Акцентируют на это внимание, да, привязывают, так скажем, действующего башкана в Гагаузии к определенным политическим организациям, в частности, политической партии ШОР. Естественно, озвучивают и другие моменты, и в том числе связанные с уголовными делами. Я считаю, что это ненормальное явление, и виноваты, конечно же, как уже было подмечено, и представители Гагаузии, и виноваты, естественно, представители... Ну, будем говорить, что сегодня, как бы мы не хотели обойти эту тему, сегодня все-таки речь идет о должности правительства. Это прописано в основном законе, в принципе, что башкан должен быть членом правительства. К ней могут быть претензии, но вы не представили доказательств, да? Поэтому здесь как бы однозначно как бы есть ответ на этот вопрос, но в то же время мы сталкиваемся с проблемами, потому что закон не оговаривает четко сроки, когда президент должен подписать указ, и какие основания могут быть президентом взяты за основание, допустим, как сегодня Санду заявляет о том, что
она не будет подписывать, потому что есть вопросы к тому. Но мы имеем то, что закон сегодня не прописывает конкретно эту процедуру. То есть имеем правовую институциональную проблему в этой части. Можем много говорить о том, что это императивная норма, как высказываются некоторые эксперты, но по сути ведь в законе не прописан срок. Кто-то ссылается на разумные сроки, кто-то говорит, что норма императивная, но а какой сегодня процесс того, чтобы, допустим, обжаловать действия президента страны по поводу подписания этого указа? Ну, я, может быть, не большой специалист в этой части, не знаю. Вы видите какой-то правовой вот механизм? Теперь отбрасывая там претензии президента страны к Евгению Гуцу, потому что, ну, может быть, что ситуация там будет Башканом не представитель партии ШОР, а теперь как бы в обществе есть такая ситуация, когда мы все привыкли, что Башкан там уже больше, вот будет уже год как не член правительства, да? И что как бы изменилось для гагаузской автономии в принципе, но общество уже привыкло и свыклось с мыслью, что Башкан Гагаузии не является членом правительства. К сожалению, да, есть такая, так скажем, дилемма, есть такая проблема. На сегодняшний день из любой ситуации, из любой конфликтной ситуации есть решение, и это решение можем найти только в соответствующих нормативных документах. Все должно быть по закону. Понятное дело, что вот эта ситуация возникла неспроста, но вся проблема в том, что мы не знаем истинные, так скажем, определенные причины, да? Мы не знаем на сегодняшний день на самом деле, там, какие конкретно имеются там претензии, какие конкретно дела, на каком этапе. Там. Нам поверхностно объясняют, что есть претензии, допустим, да, с точки зрения в том числе и уголовного закона, но при этом конкретно не поясняют, вот, в связи с чем возникла такая ситуация. Я думаю, что она будет разрешена, но будет разрешена только правовыми средствами. И вы правильно подметили, если есть какие-то вопросы по поводу действия, неправомерного действия, либо бездействия даже того же самого президента, есть механизм ответственности, есть соответствующие, так скажем, институты, которые в состоянии разрешить этот вопрос, но, как мы видим, пока нет соответствующих обращений. Да. В Гагаузии как бы этот вопрос, может быть, не так сильно обсуждают, может быть, люди особо не интересуются этим вопросом, но я считаю, что это нездоровая ситуация, и на самом деле, если в дальнейшем будет кто-то, да, там, будет другой Башкан, и со временем возникнет такая ситуация, будет прецедент. Скажут, а почему тогда вы не обжаловали, да, если считаете, что это неправомерно, незаконно и так далее. И не исключено, что другие башканы, которые будут, они могут попасть вот в эту же непонятную ситуацию. Игорь Владимирович, подытоживая нашу дискуссию, вот в условиях вы упомянули про условия, которые Евгения Гуцу выдвигает центральным властям. Напомню нашей аудитории, что речь идет о заключении, которое подписала Башкан на инициативу депутатов Тарнавского и Железоглу по поводу возобновления диалога между или работы в рамках рабочей группы между парламентом и народным собранием. И там она выдвинула, по-моему, 5 пунктов. Ну, в прессе это уже получило название «Ультиматум Гуцу». И многие высказались о том, что не может быть ультиматумов, если речь идет о консенсусе, и в том числе и вы отметили это. Но подытоживая нашу дискуссию, какой вы видите, вот, если коротко, выход для Гагаузии, потому что я понял вашу основную идею о том, что гражданское общество должно мобилизоваться и в том числе участвовать в этих процессах. Но его, опять же, кто-то должен мобилизовать или быть инициатором вовлечения широкого гражданского общества в этот процесс дискуссий. Пока мы не наблюдаем этих попыток ни со стороны региональных властей, потому что в автономии есть политический раскол, и в том числе не видим заинтересованность центральных властей в том, чтобы вести какой-то диалог с широким представительством со стороны гражданского общества в автономии. Да, есть какие-то попытки, есть какие-то визиты министров, и каждый раз это заканчивается провокациями достаточно
вспомнить, вот мы с вами записываем программу 29 марта, и вот приезд Спину на общественный канал, мы видели в интернете, что это закончилось протестами, различными провокациями. Сейчас не оправдываем ни одной из сторон, но такими методами вряд ли можно строить конструктивный диалог. Если коротко, что бы вы, вот резюмируя нашу дискуссию, сказали бы об всей этой сложившейся ситуации? Виталий, на самом деле, вот вы говорите, в Гагаузии, допустим, да, нет людей, которые бы могли бы мобилизировать и могли бы, допустим, возглавить ту же самую ситуацию. Я считаю, что есть. Честно признаться, мне очень обидно. Я родился на этой земле, здесь похоронены мои родители, здесь находятся мои братья и сестры. Мне очень обидно, что у нас возникла такая вот непонятная ситуация. И самое главное, что соответствующие плоды мы еще будем пожинать. Мы еще будем пожинать, потому что любые кривые решения в политике, они имеют последствия как минимум на 5, а может быть и 10 лет, а может быть на больше. Да, мы поругаться можем за 5-10 минут, там, конфликтную ситуацию можем породить и за пару секунд. Но чтобы разрешить соответствующую ситуацию, мы должны потратить очень много времени. Лично я, допустим, готов сегодня создать общественную организацию с общественно полезной целью. И считаю, что эта организация ни в коем случае не должна быть вовлечена в какие-то акции соответствующих политических организаций. Потому что те же самые политические организации, если и используют людей, к большому сожалению, то только в узкокорпоративных определенных интересах, и этот интерес однозначно связан с получением власти, политической власти. Мы должны на самом деле сформировать такое гражданское общество, которое будет заинтересовано не только в политических определенных процессах, но и будет заинтересовано в разрешении тех же самых социально-экономических проблем или, как говорится простым языком, насущных проблем, которые на сегодняшний день должны быть разрешены. И вот это гражданское общество в Гагаузии будет в том числе осуществлять общественный контроль на предмет деятельности тех же самых органов власти. Вот когда озвучивает цифру у нас бюджет 1,5 миллиарда, да, вот точно такую же цифру должны озвучить в конце исполнения того же самого финансового планового акта под названием бюджет и должны расписать и объяснить людям, что вот на социальные цели мы потратили столько-то денег, на экономические цели столько-то денег, на другие процессы потратили столько-то денег. Сегодня люди, к большому сожалению, не знают эти цифры. Сегодня, к большому сожалению, те же самые законы принимаются, как бы обидно ни было, без общественного мнения. Как бы обидно ни было. Даже очень многие не знают, что вот есть соответствующие законопроекты. Крайне редко они публикуются, да, и крайне редко они обсуждаются в рамках широкого, да, круга. И на сегодняшний день я считаю, что те же самые представители Кишинева, когда увидят, вот Гагаузия, когда создавалась, по большому счету создавалась вот эта автономия за счет активности, за счет ожиданий тех же самых людей или, так скажем, основной части населения. Сегодня Гагаузия ведет диалог, к большому сожалению, или, может быть, ведет ту же самую конфронтацию, только в рамках определенных политических институтов. А вот когда те же самые представители Кишинева увидят, что Гагаузия, автономия, население хотят изменений, я думаю, что будут определенные шаги, я думаю, что будут определенные успехи в этом плане. Дело в том, что автономия, если я не ошибаюсь, может функционировать успешно только в условиях демократического правового государства. А демократия, чтобы мы понимали, это не только ожидание, это еще и требование. Поэтому то же самое гражданское общество не будет ожидать и ждать, что кто-то дома у него наведет порядок, кто-то на улице наведет порядок, кто-то наведет в каждом селе, в каждом городе в Гагаузии порядок. А будут сами и делать этот порядок, и требовать этот порядок. И поверьте мне, что если будет порядок в каждом доме, в каждой улице, в каждом селе, в каждом городе в Гагаузии, будет порядок в целом и в Гагаузии. Даже если будет суперпорядок в исполкоме и будет суперпорядок в народном собрании, это не означает, что будет порядок в целом в Гагаузии. Поэтому защита Гагаузии – это дело каждого. Я благодарю вас за
сегодня за то, что вы пришли и высказали свое мнение по поводу тех институциональных и политических проблем, которые сложились в автономии последние несколько лет, потому что показательным не является последний год. Мы имеем эту проблему, которая идет в исторической перспективе. То есть это проблема не одного года. Но, возможно, может быть и выход есть в том, чтобы в Гагаузии сами жители автономии стали думать о том, чтобы решать свои проблемы и не ждать, когда к нам придет ШОР или кто-то из новых башканов или депутатов, которые начнут решать проблемы автономии. Это была программа «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня мы говорили о институциональной функциональности гагаузской автономии и о возможных причинах того, почему есть политический кризис в автономии и отсутствие диалога с центральными властями республики. Гостем программы был доктор права Игорь Янак. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий в стране и в регионе.